С появлением тепла появляются и комары. И этой весной россияне, похоже, боятся их сильнее обычного. Многие считают, что кровососущие передают ковид. Вот и на форумах и соцсетях бурно обсуждают эту тему. Так, а я правильно понимаю, что сейчас нас через недельку ждут коронавирусные комары? Ну вот зачем ты это выдал? Теперь окна в квартире не открывать, что ли? Комары не передают корону. Мы же не болеем из-за них СПИДом, например. Ну что об этом говорят ученые? Прежде всего, необходимо понять, каким образом вообще передается вирус. Позиция Всемирной организации здравоохранения на этот счет категорична. Комары не переносят COVID-19. Этот вирус респираторный, то есть основной путь передачи воздушно-капельный. Например, заразиться можно, находясь рядом с чихающим или кашляющим больным, через вдыхание капель, выделяющихся в дыхательных путях зараженного. На данный момент нет никакой информации, подтверждающей возможность заражения через комариные укусы. Аналогичные выводы делают и энтомологи. По словам специалистов по насекомым, передача коронавируса через кровососущих насекомых невозможна. Китайцы уже провели исследования и выяснили, что комары ковид не разносят. Поэтому бояться в этом смысле нечего. К слову, в Коме из-за теплой зимы комаров этим летом должно быть много. И через пару недель они уже начнут пить нашу кровь. Первыми начали нападать подвальные комары, которые перезимовали в наших жилищах. Эти комары не переносят коронавирус, а наоборот, сейчас для нас оказались полезны, так как их пока мало. И они кусают нас тоже единично, а поэтому тренируют наш иммунитет, внося в наш организм в малых дозах свою ядовитую слюну, на которую реагирует наша внутренняя защита, и вырабатываются антитела против инородных веществ и против вирусов. Образно говоря, комариный укус в условиях коронавируса – это как прививка от всех вирусов сразу. Поэтому опасаться назойливых насекомых не стоит, а вот место укуса все же нужно обработать антисептиком. Анастасия Тюрина, телеканал Юрган.